гостиница здесь. Это внутренний дворик. Основание, скорее всего, еще было построено 500-600 лет назад. А дальше уже все достраивалось. Такая вот стена. Может быть, даже еще и инки ее сделали. Какие-то древние камушки. Там балкончик. Поднимаемся по лестнице. Good morning. Такой балкончик есть с видом на город. С креслом и стульчиком. Вид на Куско. Там у нас главная площадь. Это, по-моему, Temple of the Sun. Ну и дальше современный Куско идет. Историческая часть, вот она. Сейчас выход на улицу.
В городе мы посетили храм Солнца. Он был разрушен после вторжения испанцев. Особенность его состоит в том, что на фундаменте храма был надстроен собор Санто-Доминго. После сильного землетрясения в 1950 году здание собора частично разрушилось, и после этого обнажились некоторые сохранившиеся помещения инкского храма. Сейчас там находится музей с различными экспонатами и картинами. Съемка, конечно же, внутри музея была запрещена. Большая часть экспонатов посвящена колониальной эпохе. Мне было очень интересно посмотреть на быт и жизнь колонистов из Испании. Вообще историческая часть города полностью построена испанцами на фундаменте древней столицы инков. Вот эта улица одна из немногих сохранивших стены и мощенные камни от инкской эпохи. Вы только посмотрите, как точно состыкованы камни на стене. Вообще древние инки строили с учетом сейсмоопасности региона. И делали они это следующим образом. На мелких камнях стоят более тяжелые и массивные камни фундамента. При землетрясении мелкие камни снизу выполняют роль амортизатора толчков, из-за чего здание становится гораздо устойчивее. Погода в Куско непостоянная, часто идет дождь, но недолго. Опять пошел дождь. А тут мы сфотались на фоне здания наших перуанских коллег. Еще одно место в городе, которое должен посетить каждый, кто сюда приехал. Это арка Святой Анны. Отсюда открывается замечательный вид на Куско. Если вы сюда приедете, то советую посвятить самому городу несколько дней. Для себя я точно решил, что в Куско я точно вернусь.
Ну а пока что я вам покажу город из окна вагона Виз-де-Дом. Поездом мы отъезжали из станции Сан-Педро через современные кварталы города. Отсюда видно, что город постоянно строится, этаж за этажом, медленно и хаотично. Подъем по склонам на поезде у нас занял примерно час. Damas y caballeros, Perú Rail agradece su preferencia y les da la más cordial bienvenida a bordo de su servicio Perú Rail Vista-Dom, con destino final la estación Machu Picchu Pueblo. La duración de este viaje es de aproximadamente 4 horas, recorriendo una distancia de 110 kilómetros o 68 millas. Les informamos que tenemos una parada programada en la estación Poroy y otra en la estación Ollantaytambo, donde algunos pasajeros abordarán el tren. Por favor, presten atención a los procedimientos de seguridad. Tenemos 4 ventanas de emergencia debidamente señalizadas. Estas deberán ser abiertas solo en caso de emergencia. Contamos con 4 puertas de salida, 2 en la parte delantera y 2 en la parte posterior de cada coche. El equipo de primeros auxilios, oxígeno y extintor de incendios se encuentran en el área de servicio. De acuerdo a la ley peruana, está prohibido fumar a bordo. Los servicios higiénicos están ubicados en la parte posterior o delantera de cada coche. Para evitar accidentes, por favor no saque las manos por las ventanas y tenga presente que está prohibido pasar de un coche a otro bajo cualquier circunstancia. Nuestra tripulación estará encantada de asistirlos ante cualquier necesidad. Perú Rail, recorre lo maravilloso. Ladies and gentlemen, Peru Rail appreciates your preference and gives you a warm welcome aboard our Peru Rail Vista-Dom service with final destination Machu Picchu Pueblo Station. The journey is approximately 4 hours and a distance of 110 kilometers or 68 miles. We have a scheduled stop in Poroy Station and another stop in Ollantaytambo Station. Следующая остановка Мачу-Пикчу.